Вы знаете, такой интересный вопрос. Я сам окончил по специальности режиссер театрализованных представлений. В кино это не было у меня. Потом я где родился, где вот, в Киргизской СССР тогда было, в 1968 году, где я вырос, где я там учился, где прошло мое детство, потом все затопили. Вот это место затопили, потом вот стало водохранилище, потом гидроэлектростанцию построили, Токтагульский ГЭС. И знаете, мне большая обида Советскому Союзу. Всю жизнь вот так не было. Потому что мне нету школы, которую я закончил. Мне нету детства, которое я играл. Мне те улицы, которые я рос, такая ностальгия была. Хотел передать следующему поколению, что это было. Ну, те времена, ну, если честно сказать, в Советском Союзе было, ну, насильно нас переселили в другие необжитые места. Там было, в общем, людям было очень трудно жить. Вот это все шло мне вот это внутри. Я хотел вот это, создать вот этот фильм. Ну, потом я начал заниматься, как снимать фильм, учился там, имеется в виду, самообразованием занимался. Ну, я режиссер театрализованного представления. Потом я начал готовиться и начал, чтобы снять хороший фильм, я начал с маленького фильма. Я снял сперва «Не был мог» такой кинокомедию. Ну, потом всем понравился то, что я снял. И я до сих пор этот фильм не снял. Вот этот фильм назывался сперва «Потерянный рай». Первое название. Я его снял как документальный фильм, ну, в таком формате, ну, тогда был формат 3:4, вот этот широкий формат не было, когда я снимал. Сейчас начинаю обратно вот переснимать этот фильм. Этот фильм уже название уже другое. «Кыргызская Атлантида», так я назвал этот фильм, потому что это затерянный город, затерянные места, затерянная вот эта история наша. Ну, это, что обидно, это затопленное место называлось 300 лет до нашей эры, эта долина называлась «Долина царей». Что интересно, есть у вас «Долина царей». Я приезжал сюда, когда была российская международная конференция историков и археологов, антропологов. Я участвовал в этой конференции и показывал свой фильм. Вот этот. Всем понравился. Попросили меня оставить этот фильм. Я оставил в музей Кадралы Алексеевичу. Ну, вот такой замечательный человек. Он мне направил еще как это все. Ну, что-то у нас это в далеком тысячелетии у нас была история одна, тувинцев и кыргызов. И, вы знаете, и вот эта долина царей, тоже она перекликается. То, что у нас есть долина царей, и здесь долина царей. Я хотел сопоставлять, есть у них между нашим долиной царей и вашим долиной царей. Ну, оказывается, у них времена другие были. Вот, и после этого мне так понравилась история, документальные фильмы. И начал снимать документальные фильмы. Ну, потерял много времени, но я не жалею. То, что я в своей жизни отдал несколько лет этим документальным фильмам. Ну, потом я снимал исторические фильмы, ну, такие обычные фильмы, такое в стиле экшен. Ну, все этот. Идем потихоньку. Ну, моя цель снять такой хороший исторический фильм про наших историй, наших вот этот далекую историю кыргызов, как они здесь жили, как они переселились на этот сегодняшний, который Кыргызская республика, который сейчас мы живем. Мне интересно вот этот найти. Сейчас я встречаюсь с историком, антропологом. Я хочу пригласить наших историков с вашими тувинскими историками.
и найти вот такую золотую середину. А также каждый раз то один говорит, то откуда-то взял. Но если наша история, которую у нас пишет, когда я приехал в Тувы, ознакомился с историей Тувы, вот этот музей был, все там, ну, здесь больше истории наша, здесь древние истории, здесь, оказывается, новая история у нас. Вот так примерно. Сейчас молодые режиссеры, у нас есть, большинство снимает фильмы, кассовые фильмы, чтобы заработать деньги. Ну, они как, ну, может быть, как-то, как сказать, в сегодняшний день, может, и такие фильмы нужны, но те фильмы, которые сейчас снимают, они пару раз посмотрят, и про него потом смотреть не будут. Например, я вот фильм «Троя», «Патриот», такие фильмы я каждый год по 2 раза смотрю. И он дальше будет смотреть вот такие фильмы. А те фильмы, которые кассовые фильмы сейчас снимают, ну, наверное, потом забудете это фильмы. И знаете что, мне было действительно трудно, вот когда я снял фильм «Высота 144.0» в 7 государствах СНГ и в Латвии про героя Великой Отечественной войны, что удивительная история. Там 10 героев в Латвии держали высоту 2 дня и погибли все. Что интересно, вот из 10 героев 8 национальностей. И там было русских, и украинцев, кыргызов, татаров, башкиров, узбеков, таджиков, русских и все. Они погибли как один народ. Там тогда у нас был Советский Союз. Но я хотел вот это показать тем государствам, что это наши деды, наши отцы отдали свою жизнь, молодость вот, героям тех героев. Нашего героя Тухоев Тайгара всего лишь 21 год был, когда он последней гранатой взорвал себя. 21. Ахмед Галину, башкиру, тоже 21. Уразу Читакова, тоже 21 год. Видите, какие они молодость отдали нам вот за мирное небо. И хочется, чтобы те руководители, те президенты государства почувствовали это война, что это нехорошее. И чтобы войны не было. А мне в этом фильме первая цитата идет, там такая цитата идет. Мы должны помнить, это героические поступки наших отцов, дедов, матерей, чтобы такая чудовищная война не повторилась никогда. Вот видите, люди забывают опять войны. Чем больше вот таких фильмов показать молодежи, они чтоб не знали войны, вот, не любили. Вот, они посмотрели, вот есть американский фильм, вот этот экшены, вот в 90-х, 2000-х годах, все боевики там стреляют друг другу. Это все это отдается, это сейчас и дают плоды, вот те фильмы, которые американские. А мы смотрели такие прекрасные фильмы в Советском Союзе. Чапаев, «Освобождение», «17 мгновений весны». Вот такие фильмы. У нас было все патриотизм. Мы любили свою родину, стояли за родину. Вот, видите как. И мне больше нравится вот снимать вот, такие фильмы. Ну, вот военные фильмы особенно очень трудно, оказывается, снимать. Я когда взялся за эту высоту 140, мне так плохо было, потому что снять фильм очень трудно, оказывается. Я так фильм, да так я сниму. А в процессе очень нам было трудно находить оружие, находить вот это, дать вот эту атмосферу, вот эту войны, вот это. Ну, было трудно. Тем более, когда я снял этот фильм «Высоту 144.0», у нас бюджет был маленький. Я скажу, там в Москве удивились, когда я презентовал свой фильм. Я, может, расскажу вот для вас это. И мне спрашивают, там мы показывали дом кино документальных фильмов Российской Федерации. Там, когда мы показывали фильм, мне спрашивают, где снимали фильм.
Я говорю, вот так. 7 государств СНГ, там еще плюс это Латвия, география большая. А второй спрашивает, а бюджет фильма какой? Ну, так, думаю, у нас 1 200 000 было. Ну, я говорю, да, чтобы неудобно не было, еще 500 миллионов добавил. Я говорю, 1 700 000. И он спрашивает, долларами, да, говорит. Я говорю, нет, рублями, говорит. Он встает, говорит, за это, говорит, деньги, говорит, у нас 3 минуты клип не снимает, надо посмотреть, что за фильм. Посмотрев фильм, сказали, говорит, все герои, нашему послу, говорит, все герои этого фильма получили герои Советского Союза, говорит, дайте вот этому, как человеку, режиссеру, говорит, герою Кыргызской Республики, говорит, за такой малый бюджет сделал огромный фильм, говорит. Видите как, это чисто патриотизм, мы снимали этот фильм. 1 200 000 это вообще мизери, это для фильма действительно такое. Ну, мы сняли, участвовали в фестивале в Воронеже, получили номинацию хорошую. Что я хочу сказать? Не надо делать так, не надо, начинать надо с самого, не боясь. А остальные можно там, в процессе там, сделать и закончить, вернее, так. Вы знаете, мне в детстве отец был, он участвовал в Великой Отечественной войне, у него были медали, несколько, он в Калининграде, до Кенигсберг, сейчас Калининград, до этого потом ранили, он вернулся. Потом подлечился, опять в войну. У него много было медалей. И где-то лет мне было где-то 9 или 10, где-то зимой я выходил один раз и надел все медали отца. Медали надел, вышел на улицу, чтобы похвастаться сверстникам. Там это. Ну, они говорят, отца, медаль там. Ну, мне было приятно, вот, одеть и смотреть. И потом вот в это время мне было, в мыслях было, я говорю, я так домой пришел, когда снимал этот медаль, и говорил всегда, наверное, я никогда не получу такой медаль. Да так, как в детстве. А у нас в кыргызов говорят, чаштым берет телегин. У молодого всегда исполнится мечты такого. И знаете, удивительно, я получил медаль Великой Отечественной войны. Что интересно, вот за этот фильм, когда я снимал фильм в Чувашии, потом в Омской области, мне вручили юбилейную медаль Великой Отечественной войны. И мне так было приятно, вот я получил медаль, которую получил отец. Если был, отец был тогда не живой, отец живой был бы, вот эту медаль юбилейный, который он бы получил бы. Я вот так посмотрел, вот, то, что не получил отец, говорит, вот эту медаль, я получил, говорит. Мне было так приятно. Вы знаете, и вот этот в годы, когда я начал вот эту кинокомедию снимать, вот этот документальный фильм про потерянный рай, и мне всегда вот это внутри всегда жилось, как-то снять о Великой Отечественной войне, вот то, что отец воевал, хотел вот это, разве никто не снимал еще в Киргизии еще про Великий Отечественный фильм, именно то, что как воевали, а так когда тыл, вот это все сняли, а вот именно войну еще никто снимал. Мне приятно, что я первый человек, который снял про Великую Отечественную войну в Киргизской Республике. Вот «Стоять насмерть», я приехал показывать свой фильм, к примеру, в Ростовскую область, высоту 144,0. А там местные, наши кыргызы, которые там работают, и мне рассказали, говорят, там в Сальском районе, говорят, больше 5 тысяч наших соотечественников погибло, говорят. Вы можете поехать, говорят, там познакомиться, может, получится у вас фильм, там это. Ну, я поехал туда, начал ознакомливаться. Там много наших фамилий, наших кыргызов там в памятниках. И я начал читать, узнавать там это. И написал сценарий фильма под названием «Стоять насмерть». Они действительно стояли насмерть там. Они призывались к Кыргызской республике, с Таджикистана, Туркменистане, с Россией тоже было.
И собрались в Астраханскую область, там подготовку провели. Потом пешим ходом зимою, это 22 декабря, пешим ходом более 350 километров от Калмыкии, Элиста, до вот этот Шальский район, они пешим ходом прошли с орудий, в верблюдах, на лошадях, зимой, голод, холод, там замерзали по пути они. Не спали же, вот, например, 350 километров, наверное, сколько, 12 дней прошли вот это, в холоде, там это. И река Маныч стояла. Они, немцы, за Манычем, они через реку, там те годы, там была, эта местность была соленая, не замерзало вот это озеро. И прошли вот это озеро, и с окружения вышла танковая дивизия Манштейна. Вот Сталинградское окружение было, они вышли с окружения и шли в сторону Ростов. Им было приказано остановить вот эту танковую армаду. И отдавая жизнь, вот это более 5000, в течение недели все погибли, наши соотечественники, и там туркмены, узбеки, таджики, русские, там прям там под танком остались, вот это все погибли. Ну, остановили. Другая бригада тоже подключились, потом, ну, одним словом, героически погибли. Ну, там никому не дали такой герой Советского Союза, но я всегда считаю, говорю, все погибшие в Великой Отечественной войне – это все герои. Все герои. Ну, я встретился с одним таким чиновником, я начал говорить, что приехал показывать этот фильм, говорит, он мне говорит, зачем, говорит, ворошить старое, говорит. Я говорю, пока, говорит, последний солдат Великой Отечественной войны захоронится, то сейчас много солдат еще же под землей лежат. Пока перезахоронится, не уточнить фамилия его, эта война считается, Великая Отечественная война не закончена считается. Так что в таком раскладе мы сняли фильм. Ну, также поддержал наше правительство, поддержали со стороны Ростовской области, Ларисе Николаевна Тутовой, депутат Государственной Думы, она поддержала. Ну, мы отсняли, сейчас идет монтаж, заканчиваем где-то в ноябре, наверное, где-то в ноябре-декабре будем презентовать фильм. И думаю, то вы тоже, я постараюсь приехать здесь, презентовать этот фильм, такой премьеру провести. Да, связано. Я хочу сейчас, я ознакомлюсь сейчас и переговор вожу, и ознакомлюсь с историей, пишу сценарий. Я, наверное, приеду обратно домой, напишу проект нашему президенту Садыр Нургожоевичу Джапарову. Я думаю, они нас поддержат. Ну, будем подготовить чисто юридические, политические стороны, попишем письмо правительству Российской Федерации, потом оттуда сюда будет идти. Все документации приготовим. И, наверное, с того весны мы начнем снимать. Так я думаю. Дай Бог нам всем здоровья, все если получится. Потому что, почему я весна? Сейчас я приехал, травы уже как пожелтели. Наверное, говорят, в конце мая, в начале июня, говорят, здесь, говорят, все, говорят, зеленое будет красиво. Я, наверное, в то время мы до этого проведем подготовительные работы. И дай Бог здоровья нам всем, все, если получится. Ну, и так постараемся в 2027 году снять фильм. Здесь, в Красноярском крае, там в Абакане, потом в Монголии и дальше в Китае, Синьцзянская область. Вот те дорогу, пути, которые шли наши предки. Ну, фильм, пока рабочее название «Великий путь наших предков», так называется фильм. Это 5-й, начиная
с третьего века. Это был цикл, фильм, наверное, будет несколько серий, документальных фильмов, несколько серий. С третьего, со второго века, ну, я думаю, до первый период до Чингисхана, потом второй, если получится, после Чингисхана, да, до 1700 года, как джунгарское нашествие есть такое. Ну, потом еще современный вот этот все. Ну, есть такое намерение, ну, как получится еще мы. Да, очень интересный вопрос, очень интересный. Я вот уже несколько лет, ну, года в 3, наверное, да, я показываю документальные фильмы. Я показывал в Москве, в других областях, в Екатеринбурге, Новосибирске, в Иркутске, там, в Южном Сахалинске, у нас показывал. Ну, если честно сказать, в последнее время уже документальные фильмы не могут смотреть, не подготовлены они смотреть вот эти фильмы. Они больше, что вот эти развлекательные экшн-фильмы смотрят. Ну, вот я специальный эксперимент провел на просмотр документального фильма. Специально я камеры поставил, эмоции каждого ученика. В школе я проводил. И я поставил несколько камер и направил там каждому ученику эмоции какое, да. Если честно сказать, это 5%, может быть, 10%, максимум 10%, они внимательно смотрели фильм. 90% абсолютно вот, глаза смотрят, а в мыслях уже другое. Они не смотрят фильм, у них в голове уже другое. Некоторые даже умудряются телефон смотреть в это время. Я так подумал, значит, они не виноваты, то, что не могут смотреть. Это виноваты мы, вот, старшее поколение, не смогли вовремя объяснить, вовремя показывать такие фильмы. Сравнительно, я показывал в России, показывал ученикам школы, российских школ, в Волгоградскую область, потом показывал, в Омскую область показывал. Здесь как-то больше было внимание смотреть фильмы. Мне понравилось, как они обсуждали после фильма про это, или война здесь больше была, или больше читает, наверное, больше смотрите такие фильмы. Ну, вот так. Идет такая тенденция, спад на это документальные фильмы. Ну, как сказать, тяжело смотреть документальный фильм, до конца смотреть. Чтобы посмотреть документальные фильмы, должна быть специальная подготовка. Мы как-то с малых, со школы смотрели документальные фильмы, потому что у нас телевизора не было, мы собирались в одно село, в один дом смотрели, нам было смотреть документальный фильм, программы, там время смотреть интересно было. И вот так читали, наверное, много. Из-за этого мы могли смотреть документальные фильмы. А современную молодежь не смотрит. Это то, что плохо, они смотрят, наверное, но мало смотрят. Это везде. И у нас, и везде, во всех странах. Может, получится в будущем какую-то связку сделать с технологиями. Да, вот вы правы. Я понял, следующий фильм я буду параллельно, искусственным интеллектом буду работать параллельно. Им надо, оказывается, делать для молодежи, та же фильм делать надо для истории одно, а для молодежи чуть-чуть по-другому, экшен, там с искусственным интеллектом, другие показывают, чтобы он, когда идет цифровые там данные, и переключить так экшен
кадры, чтобы он вот уходил и заходил, уходил, заходил. И потихоньку их надо приучить, чтобы смотрели такой документальный фильм. Ну, то, которое я снимаю фильмы, урок в том, что, вот, например, когда я снимал вот этот высоту 144.0, и вот этот «Стоять насмерть», чтобы следующее поколение, нынешнее поколение, поняли, что с каким трудом эта победа нам это пришло, каким трудом. Ну, они читают, когда читают книгу, ну, начали войну, в 45-м закончили. Ну, читают книгу, но они иногда в уроке говорят, что была война такая-то, ну, и ученик сидит и может слушает, может не слушает. И до конца не понял. Я хочу, чтобы через фильм те ужасы, те страдания наших предков хотя бы узнали они, как эта победа к нам пришла. Что эта война, это чудовищно, нельзя это забывать. И не надо войны нам, не надо войны. Чтобы поняли они, что война это не надо, это война страшное дело. Тем более сейчас, после этого СВО, больше понимает, почему понимает, когда цинковым гробом приходит в родную свою землю, и вот этот идет вот такие похороны, они чувствуют вот это, да? И она чувствует мимолетно, и потом сразу забывает. Вот смотря другие фильмы, другие музыки, другие это, забывается все. Нам надо больше показывать фильмы, вот, такие патриотические фильмы. Не обязательно про вот, именно Великую Отечественную войну. Есть такие патриотические фильмы, которые, ну, как они вот этот, создали вот этот города, открытия какие-то были, какие-то патриотизмы, космос там, ну, в таком, как это создавалось государство вот, в таком плане. И я думаю, молодежям надо, молодым ребятам надо, я еще изучаю, как фильм делать, чтобы они смотрели. Как мы хотим видеть, они, молодежь не видит так, неинтересно. Надо сделать такой фильм, чтобы молодежь смотрели этот фильм. Надо изучить еще, надо вот, много поработать надо, чтобы молодежь вот этот фильм смотрела. И не надо, оказывается, фильм делать такой на час, на 15 минут короткометражные фильмы, они, оказывается, короткие фильмы, такой длинный фильм не смотрят. И такой вариант тоже изучаем, показывает такой короткий документальный фильм. Чтобы они любили свой, ну, был патриотизм после наших фильмов. Ну, кому-то все равно это повлияет, вот, когда смотрит зритель, хоть молодежь, хоть из 100 человек, может, 5 человек вот это, ему это даст какой-то урок, это уже считается достижением. Всем это не угодишь, как это говорится.